Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камши Юкшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Министр иностранных дел Инал Ардзинба прокомментировал высказывания представителей оппозиции по поводу проводимой президентом внешней политики. Какова динамика вакцинации среди педагогов и медперсонала? Что нужно знать о своих эмоциях учеников и коллег эффективному руководителю? Директора дошкольных учреждений и школ Абхазии принимают участие в практической конференции в Сочи. В Сухуме прошел творческий вечер адыгского поэта, лауреата национальной премии «Золотое перо Руси» Инвера Шевджена. Вопросы исполнения бюджета и темпов его пополнения налоговыми платежами обсудил премьер-министр Александр Анкваб с членами правительства, отвечающими за экономические и финансовые блоки. Кроме того, обсуждались подходы к формированию условий роста экономики в будущем году, развитие отраслей, качественному изменению и реализации социально-демографической политики и многое другое. Как сообщает пресс-служба Кабмина, Александр Анкваб выслушал мнение коллег, дал поручения, акцентируя внимание на том, что работа в 2022 году должна строиться с учетом возможных рисков, связанных с эпидситуацией. Однако результаты деятельности ведомств, которые курируют вице-премьеры, должны отличаться от показателей уходящего года. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам и инспекции по городу Сухуми и районам за 11 месяцев 2021 года в бюджет республики поступило 3 миллиарда 90 миллионов рублей налоговых платежей при плане 2 миллиарда 658,8 миллионов. Выполнение составило 116%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 138%. Государственный таможенный комитет подвел итоги работы за 11 месяцев 2021 года. Так, объем начислений таможенных платежей составил 2 миллиарда 465 миллионов рублей. Контрольный показатель по плану на 11 месяцев в размере 1 миллиарда 936 миллионов рублей выполнен на 127%. В сравнении с показателями за аналогичный период 2020 года в текущем году начислено таможенных платежей на 48% больше. В последнее время представители оппозиции в своих выступлениях муссируют мнение, что проводимая президентом Абхазии внешняя политика ориентирована на Грузию и имеет антироссийскую направленность. Министр иностранных дел Инал Ардзинба в интервью нашей программе назвал эти высказывания некорректными и безосновательными. Президент Республики Абхазия, которого я давно знаю, прикладывает все усилия для того, чтобы наши национальные интересы отстаивать. И никакой ориентации на Грузию точно нет. Это однозначно, поэтому подобные заявления считаю некорректными. Инал Ардзинба также ответил на вопросы, касающиеся деятельности НПО в Абхазии, открытия Центра будущего Абхазии в Москве и рассказал о планах ведомства. Смотрите интервью министра иностранных дел в нашей программе после выпуска новостей. К другим темам. По информации Минздрава, ситуация с распространением в республике COVID-19 остается сложной. Спад заболеваемости не наблюдается. Растет число летальных случаев. При этом темпы вакцинации снизились. Хотя на сегодняшний день вакцинация остается единственным средством защиты от коронавирусной инфекции. Медики и педагоги работают в тесном контакте с людьми и ежедневно находятся в зоне риска. Какова динамика вакцинации в столичных медучреждениях и школах? Наша съемочная группа посетила некоторые из них. Репортаж Алики Трапш. В республиканской стоматологической поликлинике работает 60 человек, из них 26 врачей, остальные медсестры и санитарки. По долгу службы доктора в тесном контакте со своими пациентами и ежедневно находятся в зоне риска. По словам заведующей терапевтическим отделением поликлиники Инны Кезба, большая часть коллектива сделала прививку от коронавирусной инфекции. Количество переболевших и вакцинировавшихся сотрудников 52 человека. Как отмечает персонал республиканской стоматологической поликлиники, в их коллективе антипрививочников нет. Все с пониманием относятся к вакцинации. Я бы не сказала, знаете, чтобы кто-то там выступал, мы не хотим вакцинироваться. Не знаю ни одного сотрудника, да. Но так все мирно, дружно
Пошли, ну, которые заболели, это понятное дело. А так все пошли. Я сама тоже вакцинировалась уже месяца 2 назад. Хирург-стоматолог Глаша Попава уже переболел коронавирусной инфекцией, но, несмотря на это, сделал прививку, чтобы обезопасить себя и окружающих. Привился я спутником ВИ. Вот. Почему посчитал нужным? Потому что очень много пациентов. Естественно, маска, респиратор – это все 100% не спасает. Вот. И наши меры предосторожности, и рециркуляторы, и бактерицидные все. Тоже это все не 100%, а пациентов много. И просто риск того, что могу заболеть. Я уже 1 раз переболел ковидом. И, естественно, 2 раз тоже никто не застрахован от этой болезни и привился. Но при этом всем я понимаю, что я и с прививкой могу заразиться, но я надеюсь на то, что течение, допустим, 2 раз, когда я буду болеть, это пройдет по-легкому. Мы также посетили частный стоматологический центр «Дентиум». Всего здесь работает 14 человек, из них 5 докторов. Среди врачей вакцинировалось 3. Как нам сообщили, у многих антитела, и поэтому они пока отложили процедуру вакцинации. Основная часть привита спутником Лайт. Остальные, насколько я помню, кто-то переболел, и есть антитела. Вот, но периодически проверяют наличие антител, количество. И по мере необходимости, я думаю, будут вакцинироваться. Мы не являемся антипрививочниками. По мере необходимости будем делать. В Сухумской городской поликлинике работает 121 сотрудник. Из них в настоящее время привиты от коронавирусной инфекции 56 человек. По словам главврача поликлиники Лианы Ампар, многие сотрудники переболели и у них есть антитела. Некоторые не делают прививку в связи с противопоказаниями. Мы также посетили несколько столичных школ, чтобы узнать, какова динамика вакцинации среди учителей. В 3-й школе имени Воронова коллектив достигает 80 человек. Из них 60 учителя, 46 человек переболели ковидом. Вакцинировались 23 человека. По словам директора школы, если ранее учителя на вакцинацию шли неохотно, то сейчас динамика улучшилась. В начале, после того, как разные слухи об этой вакцине, мы все слышали, читали об этом, конечно, с большой неохотой относились к прививкам, но сейчас как-то более благосклонные, и даже молодое поколение наших учителей тоже сделали прививки. Учителя постарше и техперсонал, которым 60+, сделали прививку все. Ну, антитела у кого сейчас высокие, они, конечно, прививаться не будут, а те, у кого их не было после болезни уже на этот период, они готовы вакцинироваться. Но есть учителя, кому противопоказаны эти прививки. Медицинские отводы есть, и они предоставили нам их. В школе имени Воронова обучается 847 человек. В настоящее время 15 учащихся не посещают занятия по причине болезни или же нахождения на самоизоляции. Среди учителей болеют 2. Педагог истории Ада Ануа в легкой форме переболела ковидом, но все же посчитала нужным провакцинироваться. Прививку посчитала нужным, потому что хотела себя обезопасить и своих окружающих. Я сделала спутник 2-компонентный. Вот 2-й компонент я сделала 2 августа. В 4-й школе имени Гуля количество учителей и техперсонала составляет 90 человек. Из них провакцинировались 20. Из 52 переболевших антитела выработались у 43. Как отмечает дирекция школы, в основном прививаются учителя старшего поколения. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Что нужно знать о своих эмоциях учеников и коллег эффективному руководителю? Директора дошкольных учреждений и школ Абхазии принимают участие в практической конференции, которая проходит в эти дни в Сочи. Подробности в репортаже Аманды Пония. Сегодня в этом отеле проходит практическая конференция для руководителей и специалистов образовательных организаций, на которую приглашена и делегация из Абхазии. Сегодня мы узнаем, как эмоции и гнев педагога влияют на воспитание подрастающего поколения. Моя основная задача не научить вас работать вот так. Вы лучше свою работу, кроме вас, никто не знает. Моя задача вам дать еще такие инструменты, которые вам помогут вашу работу где-то облегчить, где-то усложнить, но чтобы она была более продуктивная. Да? То есть моя задача, в первую очередь, именно вот такого формата.
Главный специалист Министерства просвещения и языковой политики Абхазии Сильватбар рассказала, по каким критериям отбирались руководители образовательных учреждений и какова главная цель участия в конференции. Делегации наши принимают участие представители всех районов. С каждого района по одному человеку директор школы и управляющий детским садом. Здесь принимают участие многие районы с Российской Федерации, многие регионы, представители различных школ, представители разных городов. Естественно, нам не безинтересно послушать то, как они ведут образовательную деятельность в своих учреждениях. И нам интересно перенять их опыт и самим продемонстрировать наши навыки, показать и рассказать о том, как мы тоже работаем. Естественно, Министерство просвещения нацелено и в дальнейшем развивать такие отношения и работать в этом направлении. Тема семинара – эмоциональный интеллект руководителя или что нужно знать о своих эмоциях и эмоциях коллег. От руководителей российских образовательных организаций, от членов абхазской делегации поступало много вопросов различного характера. Возможны ли эмоции на работе при общении с детьми и коллегами и какие существуют методы в управлении ими? Пожалуй, главные из них. На самом деле, там вот она рассказывала про эти этапы. Есть какой-то этап, который можно пропустить, а потом все равно это надо высказать, конечно. В себе держать эмоцию нельзя. Вот то, что я для себя сегодня вытащила из этого тренинга. Есть мысли, есть, конечно, о чем поговорить. Я думаю, мы еще будем разговаривать. Конечно, это же плюс для моей работы. Хотелось бы, конечно, все это использовать в моей работе. И у меня есть уже вопросы, которые я задам моим учителям в коллективе. То есть есть наметочки такие. И я думаю, что это будет только впрок и полезно всем. Тренинг проходил в формате игр и тестов, в процессе которых возникали и спорные моменты. К примеру, педагоги пытались выяснить, возможна ли единая система преподавания во всех школах мира. Этот вопрос для участников конференции остался открытым. В принципе, одни и те же приоритеты у нас в образовании, те же направления, так как мы имеем, в общем-то, опыт работы с детьми все, с младшими дошкольниками, с дошкольниками, со школьниками, со студентами. Поэтому в моем вот общении с этой делегацией речь шла о том, что детей мы воспитываем одинаково и развиваем одинаково, и общее направление у нас. И мы эти общие направления, естественно, должны между собой обмениваться опытом работы, развивать и идти в одну ногу, в одном направлении. Почему? Потому что все складывается от общения близкого педагога с детьми. Не будет этого общения, не будет собственного примера, не будет собственного участия в развитии этого ребенка, не будет, в общем-то, и развития ребенка. Поэтому я думаю, что мы правильно двигаемся, правильно сотрудничаем. Наша конференция позволит нам расширить наши границы, и все будет в порядке. По мнению спикера конференции Дианы Валюлян, тренинг прошел очень продуктивно, и с его участниками удалось наладить обратную связь. Безусловно, такие встречи должны быть регулярными. Сегодня была крайне активная у нас конференция, так как тема затрагивает именно проблематику, касающуюся каждого участника, да, в том числе и делегация с Абхазии. У нас настолько было сейчас открытый разговор, открытые темы, болючие темы, которые отражают работу именно педагогов, да, так скажем, в школах, в детских садах. И та необходимость именно пообщаться, именно поделиться, ну и, конечно же, отработать инструменты в практике. Отработать инструменты в практике, она в себя подразумевает включенность, умение сказать свое мнение, желание поделиться своим мнением. Вот это важный момент. В рамках конференции участники абхазской делегации наладили контакты с руководителями российских образовательных организаций. Аманда Поня, Арина Гухава, Абхазское телевидение.
В Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир состоялся творческий вечер поэта, лауреата национальной премии «Золотое перо Руси» Инвера Шиуджена. Адыгский поэт Инвер Шиуджен начал писать стихи в 44 года. Через 3 года вышел в свет его первый сборник «Звезда упала на ладонь», который нашел своих читателей не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Украине, Германии и даже в США. Поэт рассказал о своем творчестве, ответил на вопросы читателей, прочел стихи. Вечер был организован при участии руководства Национальной библиотеки, Министерства культуры, а также Союза писателей Абхазии. Я иногда шучу, что я начал писать тогда, когда многие заканчивают. Ну, наверное, у каждого своя дорога творческая. Вот, и, наверное, надо было пройти через какие-то жизненные ситуации, какой-то опыт приобрести. Вот. А сейчас вот поэзия... Может быть, это выглядит несколько высокопарно, но это совершенно искренне. Это то, без чего я не представляю в своей жизни. Вот. Это то, без чего я вообще не представляю. Вот, я даже вспоминаю те годы и думаю, как вот так вот было, что вот в моей жизни не было литературы, поэзии. Когда где-то я участвую, обычно пишут российский и адыгский поэт. К сожалению, адыгский язык я знаю, но на адыгском языке я не пишу. Ну вот так профессионально, так вот, чтобы это было как бы не стыдно, не пишу. Ну, посмотрим, может что-то изменится, вот, но все-таки я настойчиво пишу обычно в презентациях адыгский поэт, и адыгская тематика в моих стихах занимает, ну, как бы такую немалую часть, потому что свою историю надо знать, свою литературу надо знать, свои корни надо знать, помнить, поэтому для меня это очень тоже важно, чтобы на каждом творческом мероприятии звучали стихи, которые вот говорят об Адыгее, о нашем народе, о наших обычаях. Гудаута остается без воды 2 дня в связи с ремонтными работами, сообщил начальник Гудаутского водоканала Утар Лейба. Подача воды приостановлена с 11 часов утра вторника до вечера среды. Это связано с заменой участка трубы, проходящей по устью реки Аапста в селе Аац, которая была повреждена в конце ноября. Для временного решения проблемы воду тогда пустили по обходной схеме. Частина зданий администрации города Сухум вышли из строя. Ремонтные работы займут несколько дней, сообщает пресс-служба столичной администрации. Сухумские городские часы были подарены Моссоветом в 1950 году за образцовый порядок и чистоту в городе. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 8 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. К концу дня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 8-13, днем 16-21 градус. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.